Добрый вечер, в эфире телеканала АТР Прайм. И гость этого часа Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. С ним мы будем подводить итоги уходящего года. Но начнем мы с заявления спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который он сделал в интервью с Евгением Мусаевой. Это интервью буквально несколько минут назад закончилось на нашем телеканале. И вот в конце он, комментируя необходимость изменения статуса крымской автономии с территориальной на национально-территориальную автономию, сделал заявление, заявив, что сначала деоккупация, а потом автономия. Вот давайте послушаем, що сказав Дмитрій Разумков. Я думаю, що ми спочатку повинні повернути ці території, потім переходити до зміни можливих різних змін, які в тому числі надання автономії. Чому? Тому що сьогодні це робити на папері. Будь-які реальні речі треба робити реально, а не просто про це говорити. Якщо це проводити сьогодні, завтра, післязавтра, це буде політика. А все ж таки мені б хотілося, щоб це була державницька позиція. На папері це дасть змогу в тому числі захищати якимось чином позицію України на міжнародних майданчиках? Позицію України ми сьогодні, так само як і кримськотатарського народу, якому, м'яко кажучи, дуже важко сьогодні в Криму, і не лише в Криму. І ми бачимо в цьому плані достатньо жорстку позицію і на рівні Організації Об'єднаних Націй, і Європейського Союзу, і інших інституцій, тому що там порушуються права людини. Порушуються достатньо нахабно і регулярно, на жаль. Тому я не впевнений, що це додасть або зміни якось цю ситуацію в боротьбі за територіальну цілісність і за права людей, які сьогодні мешкають на тимчасово окупованих територіях. Причому як Донбасу, так і Криму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив нам по номерам Вайбера и Скайпа, которые вы сейчас видите на своих экранах. А как я уже говорил, гость нашей студии, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам уже, наверное, 7 лет приходится объяснять, зачем нужна крымско-татарская автономия. Не знаю, как вы оцениваете успешность своих объяснений, поскольку ее обещают, начиная с Петра Порошенко, с 5-го президента. Ну, вот в данном случае, наверное, даже не надо доказывать, что она нужна, но вот есть такой другой подход у Дмитрия Разумкова, когда он говорит сначала деоккупация, а потом автономия. А вы считаете, что наоборот? Почему? Ну, было бы полбеды, если бы только я, скажем так, все несчастья наши закончились на том, что я 7 лет пытаюсь со своими коллегами, украинским политикам, объяснить очевидность того, что крымская автономия должна четко опираться на источник своего статуса, а источником может быть только лишь право крымско-татарского народа на самоопределение на своей земле. Это было бы полбеды, если бы только нас бы это касалось. Но крымско-татарский народ с момента его изгнания в 1944 году, вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия, боролся за возвращение на свою родину. Сотни тысяч людей прошли через репрессии, и все крымско-татарское национальное движение, оно было сформулировано в едином требовании – возвращение и восстановление автономии. В том представлении, как тогда у людей было в условиях советского государства. А потом менялись условия, и, возможно, усовершенствовалось само это требование, но оно, по сути, никогда не менялось. В 1991 году, в феврале 1991 года, 12-го, я хорошо помню эту дату, я и Мустафа Гамы тогда находились в здании Верховной Рады Украины, тогда Украинской ССР, и где принималось решение о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики, и предполагалось, что Мустафе Джемилеву тогда тоже безусловному лидеру дадут слово
но тогда это слово не было предоставлено, и многие тогда депутаты пытались объяснить, собственно, вот свою позицию тем, что восстанавливается некая аморфная автономия, тем, что в Крыму живут не только крымско-татары, они только-только возвращались. Мы тогда требовали, чтобы вопрос автономии был отложен, пока крымско-татарский народ не возвратится, не крымско-татарская автономия, а референдум как минимум был отложен. Но то, что я услышал из интервью, и я смотрел его в вашем эфире, это говорит о том, что председатель Верховной Рады Украины, председатель парламента Украины, а у нас парламентско-президентская республика, он практически не представляет себе о том, что усовершенствование существующей крымской автономии это есть прежде всего укрепление позиций Украины во всех принимаемых усилиях по восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом. Ну, как люди привыкли говорить, укрепление позиции Украины по возвращению Крыма. Я обратил внимание, что журналист, которая проводила интервью с Севиль Мусаева, она даже попыталась где-то ему подсказать. Она сказала о том, что, ну, вы же понимаете, что это усиливает позиции Украины, и председатель все равно как бы в тему он не въехал, как в этих случаях говорят молодые люди. Он еще раз повторил то, что все это надо делать после того, как Крым будет деоккупирован. Я просто выражаю сожаление то, что за все это время своего председательства господин Разумков не вник в проблему Крыма, и не только крымско-татарскую, и не только автономии. Он ни разу не встретился с меджлисом крымско-татарского народа. Это очень многое говорит. А такие попытки были? Ну, вы знаете, о том, что меджлис крымско-татарского народа является период между заседаниями, сессиями Курултая крымско-татарского народа, высшим представительным органом крымско-татарского народа. Об этом говорится в постановлении Верховной Рады Украины, которая была принята в марте 2014 года, когда российские войска вступали и растекались, вступали на территорию Украины, в Крым, растекались по всему Крыму, когда ни один из, к сожалению, наших украинских военных частей не оказал сопротивления, и на улицы выходили очень много крымских татар, которые выступали против вторжения российских войск. И о том, что меджлис крымско-татарского народа после этого со стороны российской оккупационной власти, а потом и в целом со стороны страны-агрессора, он запрещен, его члены преследуются. Я думаю, что об этом председатель Верховной Рады Украины настоящего созыва, в общем-то, осведомлен. И, скажем, выступить с предложением встретиться с меджлисом крымско-татарского народа, я думаю, ему бы это сделало честь. Я со своей стороны, после того, как было избрано руководство парламента Украины, списался с первым его заместителем, господином Степанчуком. Я думаю, что я не ошибся в фамилии. Мы условились о том, что как только он немножко войдет в курс курс дел своих полномочий, мы созвонимся, но с его стороны больше инициативы не было. Вот вы говорите, что он не, как вы сказали, не въехал в тему, а может быть тут есть определенного рода лукавство, может быть он и понимает, но... Не, я же не в смысле, чтобы защищать господина председателя Верховной Рады, но мне так представилось, потому что, знаете, не осознавать, что привлечение украинским государством такого очень широкого пласта международного права
А, собственно, что касается прав коренных народов, и использовать нормы этого права в части усиления своих позиций по отношению к Крыму, дополнение ко всем другим аргументам, почему, разумеется, украинское государство обязано восстановить государственный суверенитет над Крымом. Но не понимать этого просто этого невозможно. И он, конечно, я думаю, что, будучи, в общем-то, человеком, достаточно уже за эти более года спикерства, он достаточно во многие проблемы украинской действительности он вник. И он здесь не мог не понимать. Я думаю, что он просто... я не хотел бы здесь больше, может быть, обсуждать господина Разумкова. Давайте, может быть, мы возьмем тип таких политиков. В том-то дело, что даже не совсем тут же дело, наверное, и в Разумкове. Он же говорит, я могу пообещать, но этого не будет. А зачем мне это делать? То есть он как бы предсказывает, что парламент не готов поддержать. Я думаю, но он же перед этим сказал о том, что он думает, что все это надо делать после того, как Крым будет деоккупирован. Мне это очень похоже на все другие аргументы, которые мы, крымские татары, и не только я, в течение, как вы сказали, последних 7 лет, о которых мы слышим десятилетиями. Когда мы начали возвращаться, и мы говорили, подождите с референдумом, нам говорили, мы не можем подождать. Мы говорили, подождите, мы не говорили, подождите, мы говорили, что референдумом это не может решаться. Нас не было почти полстолетия, вы понимаете, нас не было почти 50 лет на родине, мы были в изгнании. И здесь некоторые политики в Киеве в 1991 году, разумеется, под давлением Москвы, они решили провести референдум, чтобы на основе референдума восстановить некую аморфную автономию. Крымские татары в это время практически только начали возвращаться. И никто тогда не захотел остановить этот референдум. Нам говорили о том, что очень важно мнение тех людей, которые уже там живут. Когда мы начали обустраиваться, и мы стали актуализировать очень очевидные вопросы, связанные с нашей историей, с нашим настоящим, будущим, скажем, восстановление исторической топонимики, которая была тотально изменена после нашей депортации, нам говорили, подождите, здесь же живут другие люди, они привыкли к этим названиям. Вы помните, да, Лоховка там в Советском районе, Петровки, которых там, я не знаю, десятка-полторы, Новопавловки и все тому прочее. Когда мы говорили о том, что для Крыма в условиях даже этой аморфной автономии необходим отдельный закон о выборах представительного органа Верховной Рады Крыма, потому что крымские татары, мало того, что они в численном меньшинстве, но их уничтожали последние чуть ли не 200 лет, да, к моменту их возвращения в 1991 году. И к этой малочисленности их еще дисперсно расселили, и по привычным таким для нас всех избирательным системам крымские татары вообще не могли избрать своих представителей в Верховную Раду Крыма. Нам говорили, это не демократично, потому что законы, они должны быть такими, чтобы решало всегда большинство. Теперь, когда мы говорим о том, что Украина должна очень четко сказать, Украина как государство, и это все реализует ведь политики, в первую очередь Верховная Рада. Верховная Рада во главе с ее председателем очень четко должна сказать украинскому обществу и всем нашим партнерам, которые вместе с нами отстаивают территориальную целостность Украины, должна очень четко сказать, каким будет Крым после того, когда будет восстановлен государственный суверенитет Украины над полуостровом. И каким будет судьба его коренного народа. Господин председатель нам говорит, давайте подождем, пока мы деоккупируем. Но, знаете, это в условиях тех, в которых находится сегодня крымско-татарский народ. Вы знаете, сегодня были, да, и прокатилась волна репрессий и последние слова осужденных белогорской группы крымских татар. Там отец, сын и, если я не ошибаюсь, зять
вот этого главы семьи, и им всем прокурор завтра будет требовать, и суд, скорее всего, вынесет громадное решение. Сегодня был похищен один из гражданских журналистов, и это происходит практически каждый день. И председатель Верховной Рады говорит, давайте подождем, пока мы деоккупируем Крым. Это абсолютно неприемлемо. Есть звонок в студию, давайте послушаем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрий вечір. Я з Івано-Франківська, звати мене Василь. Я дуже шаную пана Чубарова. Я хотів задати йому таке запитання. А бачите, зараз наш багато українських політиків, всі навіть, які приходять на ефіри, розказують, як вони будуть там, якісь у них є платформи кримські, якісь у них там є плани А, Б, С по деокупації Криму і тому подібне. Але мені здається, що вони абсолютно, ви теж так знаєте, вони не щирі. Вони прекрасно розуміють, що зараз нічого вони зробити не можуть. Реально деокупація Криму можлива тільки тоді, коли буде якась геополітична катастрофа. Ну, розвал Союзу, або якась конфлікт міжнародний, або щось тому подібне. Просто ніякими говорильнями тими всіми, що вони займаються. Вони просто задурюють самі себе, ну вони не задурюють, не знають. І кримських татар так само вони задурюють. От забивають баки, як то кажуть. Реально Крим можна деокуповувати тільки коли буде якась сприятлива міжнародна ситуація. До того часу треба кримських татар постійно підтримувати і нарощувати наші збройні сили і чекати того моменту, так само як Азербайджан дочекався від геополітичного моменту. А всі говорили, це просто порожніше. Зеленський чи там Разумков, це, що вони говорять, це все, як то кажуть, від лукавого. Дякую. Дякуємо, Василь. Дивіться, я дуже шаную виказану вами цю думку, але там було і протиріччя деяке. Азербайджан не дочекався. Азербайджан готувався, мобілізовувався, проводив певні реформування. І по всі ці майже 30 років Азербайджан проводив по всіх міжнародних майданчиках політику невизнання самооголошеної Карабахської, Нагорно-Карабахської, Арцаха, те, що називають Вірмені. І коли, от тут же я трошки з вами погоджуся, коли створилися певні умови, ви їх говорите, називаєте геополітичними, Азербайджан здійснив те, на що має кожна держава, коли частина її території захоплена іншою державою, або там укорінилися сепаратисти і заявляють про своє відокремлення від держави. Тобто Азербайджан повністю скористувався міжнародним правом. Це доведеться робити і Україні. У нас, я не знаю, я не хочу тут бути таким глибоким знавцем, експертом з точки зору визволення раніше окупованих територій, але я поки говорю про два можливих шляхи. Перший – це військові дії, це силою, звідти вигнати окупантів і відновити державний суверенітет. Ми розуміємося, що в наших умовах, які ми сьогодні бачимо, це не дуже вбачається таким можливим. І інший шлях – це примусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Це нам теж поки що, скажімо, так не вдається в той мірі, як би ми хотіли би, але ми використовуємо саме всі можливості у тому напрямку. І сьогодні ми бачимо, що весь майже світ, за виключенням там десь 1,5 десятка сателітів Росії, які не визнають спроби анексії Росією Криму, і вони підтверджують територіальну цілісність української держави. Але які би не були б очікування щодо геополітичних змін, ніхто не має права, більш того, всі політики в Україні і держава в цілому, ми маємо робити те, що сьогодні можемо, і ми маємо реалізовувати те, що нам буде на допомозі тоді,
коли виникнуть певні умови, яких ми очікуємо. І тому, коли ми говоримо про переформатування існуючої Кримської автономії, ми її не ліквідували, вона в нас записана в розділі 10 Конституції України, ми говоримо, що ми нарешті, от слухайтесь мене, що ми нарешті маємо дуже чесно сказати, що є джерелом цієї автономії. Ну ви не можете взяти, знаєте, будь-яку територію України і сказати, ви розумієте, там є багато етносів, і це такий, як нам казали, інтернаціональний край, багатонаціональний, і давайте ми їм дамо певні умови самоврядування. Ні, так не може бути, бо тоді треба робити автономії в Одеській, я не знаю, Дніпропетровській і в інших якихось областях. Всі області в нас є багатонаціональними, але з певними відношеннями українського етносу з іншими. Проблема в тому, що лише в Криму є корінний народ з України, і він має таке ж право на самовизначення, як мають і всі інші. І цей народ каже, давайте ми, от як в частині підготовки, в частині відновлення історичної справедливості, ми приймемо певні рішення, я завершую, які говорять лише про одне, що кримсько-татарський народ реалізовує своє природне право на самовизначення у складі української держави в межах Кримського півострова. Ви знаєте, міжнародне право передбачає дуже різні форми самовизначення. Сучасне міжнародне право не вітає, але не заперечує. Не вітає, якщо самовизначення може привести до відокремлення певної території від існуючої держави. Кримські татари пропонують той шлях, який не тільки не відокремлює Крим від України, а навпаки, укріплює про державні позиції, про українськість в Криму. І тому, як би хто там про що не думав, і я це вже говорю шановному нашому глядачеві, він каже, треба дочекатися таких величезних геополітичних зсувів таких. Так, можна чекати, але не з пустими руками. Історія ніколи не вибачає нікому, якщо він не готується до такого шансу, який йому може надасться. І ці шанси ми маємо якомога скоріше зреалізувати. І відтворення автономії Криму за національно-територіальною ознакою, як форму самовизначення кримсько-татарського народу, це є наша підготовка до тих шансів. А почему этого не понимают политики? Может, они останавливаются на слове самоопределения, дальше ничего не слышат? Дивіться, я вам за цією передачею, бо я не хочу без згоди людини називати його прізвище, я вам пропоную одного з відомих українських вчених, людини, яка дуже багато займалася і займається Конституцією України. Можливо, він погодиться бути з вами в ефірі. Я просто знаю з його таких спогадів, які тиски весь час були до 2014 року з боку Росії на ті чи інші такі кардинальні зміни, які приймалися українським суспільством, українським політиком, і в першу чергу, коли це стосувалося Конституції України. Він мені розказував про те, які йшли такі, знаєте, протидії навколо статей, які намагалися виписати щодо розділу 10, який в сучасній Конституції України, яка була прийнята, думаю, що я не помиляюсь, в 1995 році, не дай Боже, я помилився на один рік, ті 96, 90, ну, уточнимо, вибачте мене, телеглядачі. І коли і ця стаття, вона була розміном між лівими і українськими патріотами. Ну, проще кажучи, кримських татар просто тоді мовчки, як зараз Разумков каже вголос, попросили, почекайте, ми маємо домовитися з фракцією комуністів, яких дуже багато, а в нас ще є соціалісти. А ці вказівки оцим фракціям, а тепер є націоналісти. Вони йшли з Москви.
Я не хочу сказати зараз, що, ну скажімо так, спроби Москви впливати на український політикум, в тому числі і на певні групи парламентів України, що вони припинилися повністю. Я думаю, що пан спікер тут, висловлюючи своє бачення, коли вносити ці зміни, а він взагалі не виказувався про зміст цієї автономії, не було питання у журналіста, і він не виказувався, він говорив про зміни в Конституції, хоча журналісти конкретизували, що мова йде про національну територіальну автономію. Я думаю, що пан Голова знає ситуацію в парламенті, і це дає йому нібито право говорити так, як він говорив. Але хочу сказати, що, знаєте, такий совісливий, відповідальний спікер має впливати на парламент, в тому числі з питання щодо Криму і кримсько-татарської автономії. Я б йому радив би це робити, бо це є не задля кримських татар, чи лише кримських татар. Те, що ми пропонуємо, це є задля України. Інакше ми не зможемо відновити державний суверенітет України над Кримом. Я боюся, що ніхто з них не думає взагалі серйозно про стратегію повернення Криму. А якщо б ви день і вночі думали би, виписували би, обговорювали би, радилися би, зустрічалися би, в тому числі з Меджлісом, і говорили би, як нам повернути Крим, то тоді б були б глибоко в розумінні будь-якої з тем, які пов'язані з поверненням Криму. І при обговоренні стратегії повернення Криму просто не можна оминути кримсько-татарську тему і питання автономії. Вот к вопросу о встречах. На своем пресс-марафоне Владимир Зеленский, на своем первом таком большом пресс-событии, очень похоже ответил, почти так же, как и Дмитрий Разумков, что он не понимает, что это может изменить сейчас. Знаете ли вы по позицию Владимира Зеленского сейчас? Удалось ли вам наладить коммуникацию с офисом президента? К сожалению, нет. Почему? К сожалению, нет. Ну, почему? Это, наверное, вопрос не ко мне. Последняя наша встреча в уходящем году была 18 мая. И мы на этой встрече в числе других вопросов обсуждали и вопросы принятия, рассмотрения Верховной Радой Украины 3 подготовленных законопроектов о коренных народах в Украине, о статусе крымского народа и о изменениях Конституции Украины в части раздела 10 «Автономная Республика Крым». Я думаю, что ваши телезрители помнят, мы, в общем-то, освещали про эту историю нашей мы говорили встрече. много, она закончилась фактически Было ничем. обещание того, что мы создадим, говорил президент, рабочую группу из небольшого количества людей, чтобы это было мобильно и оперативно, и давайте мы подготовим выставки по этим законопроектам. Это было первое. Второе. Мы подготовим, давайте, решение, работайте о взаимодействии с Меджлисом крымско-татарского народа, и мы издадим указ. Мы все это сделали, то, что сказал президент. Дальше действий со стороны президента не было. И никакой реакции почему? Я думаю, что... нет, конечно, нет. Я не буду сейчас пытаться объяснять за других, почему нет. Может, вам как-то это говорили, намекали? Смотрите, у нас, как у Меджлиса крымского народа, есть взаимодействие с рядом министерств и ведомств, в чьих полномочиях рассматривать и решать для нас очень актуальные вопросы. Но в то же время некоторые институции, в том числе офис президента, они откровенно, в общем, игнорируют решение этих вопросов. Наверное, я сегодня так и скажу. Я хотел вот этим не противопоставить, скажем, органы друг другу, а сказать, что там, где есть диалог, всегда есть понимание. Понимание же не означает абсолютное разделение, скажем, моей позиции или позиции противной стороны.
Понимание означает то, что стороны, ведущие диалог, видят, что ситуация требует разрешения. И они ищут пути к разрешению той ситуации, которая, в общем-то, актуальна для сторон. Как для крымско-татарского народа, так и для украинского государства. И поэтому я могу только выразить признательность ряду министров, с которыми мы в постоянном контакте. Но у нас абсолютно нет взаимодействия с офисом президента. Мне представляется, что им интересны намного больше иные сферы. Не сфера Крыма и не крымско-татарская. Хотя Что вы мы, имеете в виду? наверное, сейчас перейдем, может быть, к крымской платформе. Мне хотелось бы надеяться, что здесь мы постараемся совершить еще одну попытку для того, чтобы совершить некий прорыв в направлении усилий, связанных с деоккупацией Крыма. А другие сферы интересов, это что вы имеете в виду? Но я, как и все ваши телезрители, и как вы, журналист, я ежедневно пользуюсь информационным пространством и вижу, что какие вопросы превращаются в скандалы, какие сферы вызывают особый ажиотаж в деятельности многих политиков. Я такого ажиотажа в отношении вопросов освобождения Крыма абсолютно не вижу. За исключением, может быть, сотрудников и руководства Министерства иностранных дел, за исключением некоторых мероприятий, в которых участвовал сам президент, но это не стало системой в политикуме Украины. А в чем сбой системы? Ну, вы фактически сейчас описали такой диагноз непонимания. Или это не непонимание? Что было до оккупации? Вас Вы отставляли знаете, в как сторонку? бывает в жизни? И это бывает часто, я не знаю, это больше, может быть, психологи могут объяснить, да? Очень часто бывает так, что часть людей, имея перед собой очень для них важные проблемы, но считая их неразрешимыми, они уходят от решения этой проблемы. Проще говоря, они зарывают голову в песок, потому что они не знают, как выйти из той ситуации, в которой они оказались. Это если речь идет о конкретном человеке. Или какая-то группа людей не знает вообще-то, как дальше принимать какие решения для того, чтобы изменить свое положение. Так, видимо, бывает и в государстве. Но с такой позиции государство не сможет выиграть войну с Россией и деоккупировать Крым. Слушайте, вы меня вытягиваете, для рассуждения, я это говорю с пониманием. И по другим вопросам. Дело в том, что у нас вообще в обществе нет откровенного разговора о том, я сейчас не говорю о каких-то военных тонкостях, о тактических вопросах, я не говорю обо всем том, что является такими, знаете, узкопрофессиональными сферами. Я сейчас говорю о том, что мобилизовывает общество, и то, что его направляет на решение той ситуации, которая угрожает самому государству, стране. То, что мы уже 7-й год, без 2 месяцев уже будет 7 лет, как Россия оккупировала Крым, потом развязала войну на востоке Украины. И вот в таких ситуациях казалось бы, что прежде всего власть должна генерировать те принципы и те подходы, вокруг которого должно объединиться максимальное количество людей. Власть в какой-то мере это пытается делать лозунгами. Мы говорим о том, что Украина никогда не откажется от оккупированного Крыма, Украина восстановит свой государственный суверенитет в пределах международно признанных границ. Мы пытаемся максимально расширить круг наших партнеров и вместе с ними найти какие-то новые формы давления на Российскую Федерацию, но при этом мы абсолютно дезинтегрируем свое внутреннее украинское общество. Я меньше всего сейчас хотел бы говорить здесь о средствах СМИ, но я каждый вечер в какой-то мере просто просматриваю определенные телеканалы,
И я не вижу никакого отличия этих телеканалов, ну, скажем, от московских, от общероссийских каких-то каналов. Таких каналов в Украине не один и даже не два. Их уже 5 каналов, которые каждый вечер пытаются объяснить украинскому гражданину о том, что самая лучшая позиция – это поднять руки, пойти на поклон к Москве, отказаться, не только отказаться от тех территорий, где российские войска или нанятые ими бандиты, но просто попросить Москву, чтобы Украина полностью была поглощена Российской Федерацией и было что-то наподобие восстановленного какого-то квази-СССР. Эти же каналы есть, они каждый день. Но на фоне этих каналов и политических сил, которые, в общем-то, оказывают поддержку таким СМИ Верховной Раде, на этом фоне не происходит максимальное объединение другой части украинского общества, которая, конечно, слава богу, больше, чем та дезинтегрирующая часть, о которой я говорил. Там тоже есть все, что угодно, разнобой, противоречия, публичный, я не хочу использовать слово из 4 букв, да, часто его говорят, но публичные такие распри, пусть будет это слово, и как только кто-то начинает говорить о мобилизации украинского общества, то политические силы, которые стоят на патриотических позициях, они начинают выяснять между собой отношения, а кто виноват в том, что нет единения. Вот когда в обществе, я долго говорю, но это у меня уже просто наболело, потому что все это имеет прямое отношение к Крыму и крымско-татарскому народу. Когда в обществе нет объединения, кто бы там внутри общества не был бы виноват и объективно не был бы виноват, основную вину всегда несет государство. Потому что государство должно мобилизовывать общество. И вот если государство не совершает это в интересах восстановления территориальной целостности Украины, что есть единственным условием сохранения украинской независимости, то мне иногда с такими людьми, но просто не то, что не хочется, я понимаю, что мне не донести им свою точку зрения или нашу общую позицию крымско-татарскую, и не только крымско-татарскую, о будущем Крыма и крымско-татарского народа. Невозможно людям, которые не понимают свою роль и свою ответственность за судьбу Украины, невозможно этим людям привить или показать их ответственность за судьбу части Украины, оккупированного Крыма. А я напоминаю, что мы в прямом эфире, и вы можете, наши уважаемые телезрители, подключиться к нашему разговору. Телефоны Вайбера и Скайпа на ваших экранах, и они будут периодически там появляться, чтобы могли набрать номер и задать вопрос нашему гостю. Если говорить о международном сотрудничестве, общество, по крайней мере, многие из политиков возлагают надежды на нового президента США Джо Байдена. Вот у вас есть какие-то надежды, какие-то видения того, как должны развиваться наши отношения? И есть ли у вас какие-то надежды на то, что что-то вот изменится с его приходом в отношении усиления давления на Россию? Разумеется, у меня есть определенные ожидания, но они сконцентрированы не столько вот в одной персоне новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, а то они больше связаны с тем, что вот те такие очень, знаете, взрывного характера противоречивые действия, которые предпринимал уходящий Трамп, и которые давали определенные надежды, собственно, Москве. Практически все правление Трампа создавало у Москвы иллюзию, а то и надежды на то, что пройдет еще немного времени, и Соединенные Штаты смирятся с тем, что Россия оккупировала Крым, и они согласятся с аннексией. Это несмотря на те заявления, которые делал государственный секретарь Помпео Соединенных Штатов, декларация Помпео и другие какие-то действия.
мне представляется, что с избранием Байдена вот там как раз весь политикум, ну, по крайней мере, сосредоточенной в органах представительной и исполнительной власти, они наконец-то смогут очень синхронно, но и взаимодействие исполнять роль Соединенных Штатов Америки в мире. Она все-таки не в том, как говорят противники Соединенных Штатов, там, контролировать мировые процессы, доминировать над всем миром. Она все-таки после распада СССР заключается в том, чтобы не позволять никому делать очень грубые такие прорывы вне рамок международного права. В 2014 году Россия, первое из государств послевоенный период, позволила себе присоединить территорию другого государства. Сейчас некоторые телезрители могут очень, знаете, быстро пытаться вспоминать распад Югославии и другие какие-то ситуации. Я хочу, чтобы они обратили прежде всего внимание. Очень много происходило в этом мире. И государства распадались, и новые государства образовывались, в том числе и непризнанные, и полупризнанные. Но ни одна из держав не позволила свою конституцию включить часть территории другого государства. Это сделала только Россия. И она это сделала благодаря тому, что то государство, на которое просто объективно лежит обязанность, или группа государств, я уже говорю про страны Западной Европы, вместе с американским государством, они не выполнили свою задачу. Они в это время не защитили нормы демократии, которые заложены и в Устав ООН, и принципы деятельности ОБСЕ, и Совета Европы, и Европейского Союза. Вот я теперь надеюсь, что Байден, в общем-то, восстановит это, и Америка вновь... Вы помните, какие надежды Москва до последнего практически высказывала публично на самораспад НАТО? Какие дифирамбы пелись в Великобритании в связи с Брекситом? Теперь я думаю, что будет определенная система взаимодействия всего западного мира, а это, естественно, абсолютно поддержка Украины, и это абсолютно поддержка возвращения наших территорий, которые оккупировала Россия. Крымская платформа подтолкнет к более активным действиям Европу и Америку? Я хотел бы сказать о том, что в той или иной форме мы в Меджлисе крымско-татарского народа, и этому есть не просто какие-то свидетельства, мы об этом говорили публично, мы где-то 2015 года высказывались за создание некой такой площадки, где Украина вместе со своими партнерами целенаправленно искала бы пути деоккупации Крыма. Но было очень много причин для того, чтобы такая идея не была реализована в 2015, 16, 17 годах, потому что всем казалось, что очень сейчас эффективно заработает формат нормандской четверки, вот эта тимчасовая переговорная группа, которая обслуживала бы эту четверку, что вот сейчас мы решим проблемы Донецкой и Луганской областей, и потом, как говорили некоторые лидеры западноевропейские, в той далекой перспективе перейдем к Крыму. Понадобилось, что прошло несколько лет, чтобы все убедились, что ни один формат не работает, если не решить самую главную задачу. Как довести ситуацию до деоккупации? Ведь проблема сегодня заключается в том, что на существующих площадках говорят обо всем, кроме одного. Какие необходимо предпринимать конкретные действия сегодня, завтра и послезавтра для того, чтобы восстановить международный порядок, который столь брутально был нарушен Российской Федерацией в 2014 году. Не говорят, потому что, в общем-то, не видят каких-то легких решений.
и не хотят обострять ситуацию с Россией. Но без такого обострения невозможно вылечить саму болезнь, и в нашем случае невозможно устранить это преступление. Но тем не менее, вот эта иллюзия, что формат нормандской четверки нам позволит в ближайшее время решить вопросы восстановления контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей и потом уже сесть за стол переговоров по отношению к оккупированному Российской Федерацией Крыму, эта иллюзия уже рассеялась, хотя ее тоже, рассеяние этой иллюзии тоже некоторые не хотят признавать. И, видимо, пришло время для того, чтобы серьезно говорить о Крымской платформе. Но я тут признателен и Министерству иностранных дел, и некоторым специальным службам. Мы ведем консультации о том, каким бы содержанием мог бы быть наполнен эта Крымская платформа. И тут нашим особым беспокойством является то, чтобы Крымская платформа не превратилась по своему алгоритму и содержанию, и содержательности своих действий, чтобы она не превратилась в одну уже из существующих международных площадок. Скажем, Генеральная ассамблея ООН, куда уже выше. Буквально недавно, и за это отдельное спасибо здесь, в целом власти, и отдельно украинским дипломатам за принятие 2 резолюций и по милитаризации Крымского полуострова, и по состоянию прав человека в оккупированном Крыму. И если ваши телезрители, я уверен, многие из них уже просмотрели эту резолюцию, особенно последнюю о правах человека в оккупированном Крыму, она на 12 страницах. Там очень жесткие выводы и очень жесткие призывы. Жесткие выводы и жесткие призывы к России. Но там нет ни одного конкретного шага, который бы заставило Россию выполнить эти призывы. Нет, потому что есть тупиковая ситуация, связанная с принципом деятельности. И с правом вето. Да, принцип деятельности ООН. Для того, чтобы принять решение на Совете Безопасности, право вето постоянного члена. Такая ситуация у нас в ОБСЕ, где есть право консенсуса, принцип консенсуса. Россия как член говорит: нет, я не согласен, и все, в исполнительных органах. И вот поэтому мы говорим, Крымская платформа, особенно когда соберется саммит, нам очень хотелось бы, чтобы саммит глав государств, которые станут участниками Крымской платформы, чтобы он собрался в мае в Киеве. Вот решение глав не может и не должно ограничиться лишь декларацией. Если это будет только лишь декларация, с моей точки зрения, это будет провал. Это должны быть новые, более жесткие санкции? Те государства, но для этого надо работать Украине очень сильно, нашему государству. Для этого нашим руководителям высших государственных органов надо понимать статус сегодня существующей крымской автономии, и надо иметь некоторое представление о крымско-татарском народе, о его праве на самоопределение, вообще о правах коренных народов в мире. Надо хотя бы просто знать о том, что есть несколько решений Международного суда ООН о том, чтобы Россия немедленно отменила свой запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, о том, чтобы руководителям и членам Меджлиса крымско-татарского народа, которых изгнали из Крыма, было бы разрешено право беспрепятственного въезда и выезда. Это все есть на международных площадках, но этого нет на столе или в голове нашего спикера. Я еще раз хочу сказать о том, что в условиях, в которых сегодня находится Крым и находится крымско-татарский народ, просто не проводить хотя бы консультации с представительным органом крымско-татарского народа, это не красит политика.
После того, как вы весной заявили о ходе на Крым, в оккупированном Крыму там быстренько оккупанты подсуетились, ускорили расследование дел против вас, против лидера народа Мустафы Джемилева и против вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. И уже передали дела в суд, а Ленура Ислямова даже уже осудили на 19 лет. Когда идут заседания по Мустафе Джемилеву, адвокат Николай Полозов рассказывает, что эти дела настолько сшиты белыми нитками, даже состряпанные оккупантами, что там даже свидетели обвинения не подтверждают вину Мустафы Джемилева, которая якобы должна быть при переходе так называемой несуществующей границы из Херсона в Крым, которую они называют российской. А у вас на каком этапе дела? Но действительно, российская карательная система, она торопится. Она торопится по многим направлениям, в том числе по судебным таким расправам над крымскими татарами, поэтому штампуются дела о террористах, поэтому вновь и вновь возвращаются к судебным сфальсифицированным делам по отношению к и председателю Меджлиса, и к нашему национальному лидеру. Вы сказали про вице-президента Всемирного конгресса крымских-татар Ленура Ислямова, которого уже присудили 19 лет, и он теперь может быть абсолютно спокоен, у него суд просто закончился. Что касается меня, там тоже достаточно, ну скажем, в темпе они работают. У меня нет своего адвоката, потому что господину Полозову российская судебная система не позволила вступить в отношении меня в качестве адвоката, указав на то, что он был адвокатом у заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, когда он сидел, и якобы это, в общем-то, не позволяет Полозову защищать меня, поскольку он знает все детали судебных вот этих дел. В общем, они нашли повод для того, чтобы не разрешать ему. Мы с Полозовым судимся с российской, не с оккупационной судебной системой, с российской, ну, страна-агрессор. И для того, чтобы довести все это до международного суда, буквально недавно был апелляционный суд, который расположен в Сочи, который, естественно, подтвердил то, что Полозов не может защищать меня в качестве адвоката. А если возвратиться к моему делу, то я сейчас не помню количество, и просто прошу не ссылаться как на точную цифру, но, условно говоря, где-то 130 чем-то дел, которые фигурировали, которые фигурировали в судебном судилище над Ахтемом Чийгозом. Они взяли эти дела, добавили где-то еще 6-7 отдельных томов, и это все обратили также против меня. Там сейчас выступают какие-то секретные свидетели. Те открытые свидетели, которые выступали, их показания, они все однотипные. Они там были, они видели противостояние одних митингующих с другими. Я не видел ни одного показания, которое бы показывало на то, что вот Чубаров, он давал приказы, там нас избивали или тому подобное. Правда, очень часто... Напомним телезрителям, что речь идет о митинге. О митинге 26 февраля, да, 26 февраля Рады Крыма, у стен Верховной Рады Крыма. Правда, некоторые свидетели говорят о том, что Чубаров на непонятном нам казахстанском языке давал очень жесткие указания митингующим крымским татарам. Когда их спрашивают, откуда вы имеете представление о том, что это были жесткие указания, они говорят, это звучало очень вот, сильно, эмоционально. Да, эмоционально. А у нас остается уже очень мало времени, и поэтому давайте попробуем очень коротко подвести итоги уходящего года. Что можно записать в плюс, что удалось сделать, что не удалось, а хотелось? Ну, смотрите, то, что я буду говорить о плюсах, это не можно только лишь представлять себе, что это абсолютно наша работа единственная, потому что, ну, в этом мире, особенно противостояние Украины и российской агрессии, можно достигать
позитивных вещей, объединившись всем сторонам. Внешнеполитическое, да, противодействие российской агрессии, по крайней мере, я вспоминаю свое участие на заседании Совета Безопасности ООН по формуле «Ария», но это заседание, на котором были все представители, практически члены ООН, и Россия пришла, хотя она, как правило, игнорирует такие вещи, они выступали, и Антон Кореневич, и Ольга Скрипник, и я, и это благодаря действиям украинских дипломатов. Про 2 резолюции я говорил. Были очень сильные внутренние такие сигналы для украинского общества. Жаль, что они не стали системными. В том числе 26 февраля такой формат был форума, на котором выступал и президент Украины Владимир Зеленский, и те точные сигналы, которые он провозгласил в отношении Крыма, они в какое-то время, в общем-то, задали определенный алгоритм органам и исполнительной власти, и, возможно, местного даже самоуправления в тех областях, которые ближе к Крыму. Но, еще раз повторяю, не было системности, и поэтому эти алгоритмы или амплитуда их угасала. Это не совсем хорошо. Я думаю, что из таких, но для меня лично, я надеюсь, что это разделяют очень многие, самым большим позитивом было то, что люди, я, разумеется, в первую очередь говорю о крымско-татарском народе, но не только о крымских татарах, они так и не покорились оккупантам. То, что подавляющее большинство людей в Крыму молчат, это не означает о том, что они стали на сторону российских оккупантов. И вот это просто меня вселяет уверенность, что все то, что мы делаем, оно обязательно завершится тем, что в один день эти люди уже станут свободными, а мы объединимся вместе с ними у себя дома, вместе с этими людьми. Вот для меня это очень большая радость, потому что все усилия оккупантов по промывке мозгов, по, знаете, вот переформатированию вот сознания наших людей, они не увенчались успехом. Более того, очень много людей трезвеет, но я не хотел бы сейчас в эту тему дальше продолжать, потому что это, возможно, тема отдельного разговора. Из минусов то, что действительно мы не смогли показать международным нашим партнерам новые пути, которые бы привели к деоккупации Крыма и которые бы мы бы доказали бы, что они могут быть эффективными. Я еще раз возвращаюсь к вопросу о переформатировании крымской автономии. Ведь то, что сказал спикер, председатель Верховной Рады, это его позиция. Но мы встречаемся с послами, мы работаем с иностранными дипломатами, мы говорим с международными правозащитными организациями. Наши все предложения, все наши позиции, они сводятся только лишь к одному. К восстановлению территориальной целостности украинского государства, запятая, в котором будут наконец-то предоставлены гарантии для сохранения и развития крымско-татарского народа в украинском Крыму. И мы находим понимание в среде иностранных дипломатов и иностранных правительств. Два государства, которые приняли решение о признании депортации крымско-татарского народа геноцидом, Латвия и Литва. Да, они разнесены по времени, но я просто о них вспоминаю. Это говорит об уровне их понимания с тем, что происходит с крымскими татарами. Я хотел бы, чтобы все вот и в Украине, и в среде наших международных партнеров просто осознали бы то, и о чем мы говорим на всех международных площадках, о том, что, может быть, многие считают, что у них есть время для того, чтобы успешно возвратить когда-то Крым как территорию. Ну, такая точка зрения есть, она даже звучит и в разговорах с нами,
ссылаются на балтийские страны, на ситуацию с ними, которая была после Второй мировой войны. Вот здесь очень важно, чтобы не только мы, крымские татары, говорили: стоп, нет этого времени. Хотя бы только из-за того, что за это долгое время, пока Крым будет деоккупирован, просто будет уничтожен крымско-татарский народ. Российская оккупационная система его просто вытолкнет из Крыма, а мы вне своей земли, тем более мы только-только возвратились на свою землю. Через 50 лет изгнания мы просто не сможем сохраниться. И мне хотелось бы, чтобы это понимали прежде всего украинские политики. И особенно те, которые руководят высшими органами власти. И президент, и председатель Верховной Рады Украины, и премьер-министр, даже если они часто меняются. Благодарю вас за то, что были в нашем эфире. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса. На этом наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания.